Здравствуйте! Мы начинаем с вами изучение онлайн-платформы Canva, которая предназначена для дизайна, цифрового дизайна разных шаблонов, да, то есть это такой сайт canva.com, является очень удобным, универсальным инструментом для создания цифрового дизайна. Зайдя на эту страничку, мы попадаем вот на такой вид, где мы с вами уже видим ленту разных шаблонов, готовых уже к использованию. Для того, чтобы понять работу этого сайта, предлагаю сразу начать с практического задания. Сейчас мы попробуем здесь, на этом сайте, оформить дизайн Инстаграм-страницы. Представим, что у нас есть магазинчик тортов, и мы хотим сделать, например, какой-то пост, и у нас есть исходная фотография. Вот я взяла вот 3 фотографии, возьмем любую из них и будем использовать для оформления Инстаграм-страницы. Итак, с чего мы начинаем? Во-первых, для того, чтобы лучше работать с платформой, конечно же, нужно зарегистрироваться. Вы это можете сделать через кнопочку «Зарегистрироваться», и там выйдет, вы можете новую учетную запись создать полностью, либо если вы сидите через Google или у вас есть зарегистрированная страница Facebook, вы можете воспользоваться именно этими социальными сетями для того, чтобы быстрее пройти этап регистрации. Либо вы можете полностью заново вбить электронную почту или мобильный телефон и ввести новый пароль, придумать. У меня уже учетная запись есть, поэтому страничка Canva выглядит для зарегистрированных пользователей следующим образом. Тут есть приветственное окно, а также, кроме рекомендуемых шаблонов, здесь мы видим ваши дизайны, то есть здесь сохраняются все ваши работы, которые вы делаете на Canva. Она сохраняет абсолютно все. Все это происходит онлайн, что очень удобно. Итак, мы здесь видим разные шаблоны, которые предлагаются. Так как мы собираемся делать простую Инстаграм-страницу, мы ищем дизайн. Можем здесь наверху искать социальные сети, затем публикация в Инстаграм, либо вот здесь уже посмотреть в ленте нужный дизайн, который нам понравился, и сразу на него перейти. Давайте мы попробуем следующим образом. Публикации в Инстаграм. И самое, обратите внимание, удобное, что здесь сразу выбираются размеры в пикселях, в том удобном размере, который нужно для той или иной социальной сети. Видите, да, какой размер для TikTok или Facebook, тут все цифры разнятся. Мы заходим в публикацию Instagram, и мы видим здесь пустую страницу. А вот здесь рекомендуемые шаблоны, популярные и так далее, и они подобраны по тематике. Осенняя, там зимняя публикация и так далее, для того, чтобы облегчить наш выбор. Но мы опять-таки здесь можем и в поиске сразу вбивать нужный нам запрос. Например, если у нас кондитерская, мы можем что-то такое написать, попробовать посмотреть шаблоны. Видите, да? Нашлось 4 шаблона именно по кондитерскому изделию. Лучше, если у вас нету никаких пока что видений, как будет выглядеть страничка, лучше начинать с готового шаблона. Мы выбираем любую, которая нам понравилась, с учетом того, что у нас есть изображение торта и, например, вот такой дизайн, где есть текст посередине, но заднего фона нет, нам использовать будет
скажем так, не подходит под наш дизайн, поэтому мы лучше выберем такой шаблон, где у нас есть картинка, а поверх него идет какой-нибудь текст, как здесь. Картинка находится сзади, и его перекрывает фон, благодаря которому текст будет читабельным. Например, мы делаем розыгрыш нашего торта, поэтому мы берем похожий по дизайну шаблон, можете любой выбрать, например, такой тоже пойдет, потому что здесь текст идет, а картинка идет сбоку, то есть мы выбираем именно такой шаблон, который не перекрывает текст, то есть картинка будет видна и текст хорошо будет видно. Давайте попробуем выбрать первый. Итак, мы определились с нужным нам шаблоном. Что же делать дальше? Дальше мы должны с вами загрузить нашу картинку, нашу фотографию. Заходим в загрузки, либо мы можем сюда перетащить файлы, написано перетащить файл с рабочего стола, либо с документов сразу сюда, либо кнопочка загрузить медиа. Если загрузить медиа, мы можем также картинки сразу с Инстаграма, с Dropbox или с Google Drive загрузить, но так как у нас картинка находится на компьютере, мы выбираем меню устройства. Находим наше изображение. Я заранее создала папку, выбираем нужную нам картинку, например, у меня пусть это будет первая картинка, вот она. Она появляется не сразу здесь на шаблоне, а в меню. То есть мы видим, здесь можно загрузить на самом деле несколько. Давайте мы возьмем и второй тортик и начнем изменять шаблон. Здесь мы выбираем вот эту картинку, она нам, фотография, не нужна, мы ее стираем и нажимаем на ту картинку, которая нам нужна. Но видите, у нас возникла и эта фотография, и вот эта. Мы случайно добавили две фотографии, лишнюю мы удаляем с помощью либо вот этого меню удалить сверху, либо мы можем также пользоваться клавишами Delete и удаляем. Давайте подберем размер так, чтобы картинка перекрывала. Если вы что-то не так сделали, всегда можно Ctrl-Z, либо отменить. Случайно я дотронулась до текста, его переместила. Теперь видите, торт, он у нас плохо здесь выглядит, то есть картинка перекрывает самую нужную нам часть, поэтому нам нужно опустить его вниз, а сделать мы этого уже не можем, так как это задний фон, система распознала его как задний фон и прикрепила. То есть мы двигать сейчас не можем. Для того, чтобы подвинуть фон, нам нужно двойной щелчок. И затем уже мы можем увеличить размер и перетаскивать. Ну, примерно давайте вот так попробуем сделать таким образом. Отпускаем, и у нас появилась картинка снизу. Но все равно выглядит не очень. Лучше, оказывается, видите, да, вот этот заготовка для текста, мы его повернем как у нас так, сейчас минуту. Мы его потянем вниз. Видите, сверху такой же орнамент, чтобы у нас текст был снизу и просто текст. И даже картинку, оказывается, мы можем подтянуть наверх. Немножко вот так, чтобы тортик хорошо было видно. И далее уже у нас здесь внизу остается поменять текст. Розыгрыш торта. Да, и внизу есть приписка. Мы тоже щелчком туда заходим и меняем текст. Вот она
ваш выбор. Или любой другой текст может быть. Мы тут можем менять сверху размер текста, также его шрифт. Да, то есть мы можем поменять. Но большинство, конечно, каких-то шрифтов является. И мы можем здесь менять размер шрифта и стиль, выбрать фон, то есть шрифт. И получается, здесь мы также можем подобрать цвет заднего фона, исходя из нашей фотографии. Так как у нас фотография торта, и там преобладают красные цвета, яркие, да, мы можем подогнать задний фон под этот цвет, чтобы выглядело красиво. Мы заходим здесь, видите, сверху здесь есть два цвета. Это означает о том, что мы здесь сами можем менять цвет на свое усмотрение. Берем бордовый и видим, что здесь, оказывается, есть еще линия, которую тоже следует также поменять, чтобы линии не было, на такой же цвет. Все, у нас получился вот такой дизайн нашей странички, наша первая проба. На следующих выпусках мы будем рассматривать дальнейшее применение Canva, рассматривать разные примеры использования цифрового дизайна. Спасибо всем за внимание.